Сегодня эфирге келдім. Оля на меня набросилась, пнула меня в матку. Сейчас у меня начались боли непонятные в области низа живота. И сол кешегінің жалғасын она, видимо, хотела вчерашнюю продолжить. Мало того, что она меня вчера первая ударила, сегодня она опять на меня набросилась. И в итоге, короче, нас начали разнимать. Вот. Достар, давайте телеграм-каналға өтіп, я вам там все более подробно расскажу, хорошо? Что и как вообще, потому что Султан мне с глазу на глаз тоже разговариваем сейчас, и я вообще в шоке. Я очень сильно шокирована, мне слов нет. Короче... Ашулы бүгін мөлдір. Нормально ма бәрі? Ақыңызды алып алдыңыз ба? Таңертең сол жаттығуға арнайы барған сияқтысыз. Просто мен дұрыстап тұра алмаймын. Сен ана видеода дұрыс емес жерін салып қойыпсыздар. Енді сол үлгергенім болды сол ше. Негізінде я мөлдір жеңді деп айта салайықшы. Мен жеңдім дейді. Біреу бой болып атқан жоқ мына жерде. Сәңе ода емес. Просто мен өзімді білмеймін болды ше. И сол үшін мынандай ол бірінші маған жала жатты. Егер ол просто пікір болатын болса мен көтере алатын едім. Ал пікір емес. Бәрібір ол жала жатса да адамдар оны ой бұл жала екен деп қабылдамайды да. Сол үшін мен өзім ақымақ керекпін. Бірақ бірінші ол бірінші келіп сөйлесіп мен сөйлесіп тұра алмаймын мен онымен. Ол құтап бұралаңдап жүреді. Тұрмысқа шыққаннан кейін бұл Жатыр вообще, не могу ни ответить, ни написать, даже историяларын просмотрда көрем дейді, не үшін олай екенін білмеймін. Сол үшін де кімге жауап, мүлдем ешкімге жауап қайтара алмай отырмын. Оқырмандарым айтқым келеді, ренжімеңіздер, мен смс-ки все ваши читаю, но ответ жазылмайды. Сол үшін де прошу прощения, как у меня функция жауап беру ашылады, сол сразу начну отвечать. Знаете, әрдайым жауап беруге тырысамын. Я всех вас люблю, спасибо за поддержку, я все читаю, поэтому я всех вас люблю. Султанмен кездестік, сөйлестік, үйге қайтып бара жатырмын. Кездесуден сөйлескен кезде вроде бір шешімге келген сияқтымыз. Ертең таңертең бұйырса әкесімен барып танысуға, кешке ертең апасымен таныстыруға деген сияқты. Және де бүгін кешке үйіне барып отбасымен сөйлесетін болады. Нақты подробнее айтатын болсам, телеграм-каналымда бөлісетін боламын. Барлық осы жағдай туралы подробности. Еще раз привет. СМС-калар өте көп. Все читаю, всех читаю. Напомню, что Инстаграм у меня сильно лагает, поэтому я не могу никому ответить. Хорошо, что могу хотя бы в сторис выходить. Через сторис могу отвечать вам. И хочу сказать то, что я одна из многих девушек, которые попали в такую ситуацию. Я не первая, не последняя. Но я, наверное, одна из тех многих девушек, которая осмелилась во всем этом признаться, это все осознать, понять, принять, рассказать, потому что я не фальшивый человек. Да, вы можете меня осуждать, да, я сделала неправильно, я это знаю. Но мне сейчас нелегко, мне очень трудно, мне морально сейчас больно, тяжело. Это все так вот на всеобщее обозрение выставлять. Поэтому хочу сказать, осуждайте меня, говорите, делайте все, что хотите, но жизнь, во-первых, это бумеранг. Во-вторых, сегодня мы с Султаном поговорили, он сейчас поехал к себе домой разговаривать с отцом, с бабушкой. Завтра у нас должна состояться встреча с его отцом и с его опашкой. Я очень сильно переживаю, потому что велика вероятность, то, что они очень на него обижены. Все то, что произошло, это не есть хорошо. Все эти последствия, это все очень тяжело. Не знаю, у меня сейчас истерический смех, потому что у меня истерика. Аяқ-қолдарым дірілдеп, ойымды жинақтай алмай тұрмын, бірақ хочу сказать то, что девушка здесь писала, спрашивала,
вообще, как это, больно ли это. Скажу то, что медикаментозный аборт, он назначается врачом, делается до 8 недель. Так, и плюс еще медикаментозный аборт, это, то есть выписываются вам таблетки, по стоимости они там дорого очень обходятся, по идее. Вот, и вы эти таблетки выпиваете. Больно ли это? Да. Боль появляется, боль как при схватках. Кто рожал, помните, да, какие боли бывают при схватках? Вот. И вот именно вот такая боль. И ну, эта боль, она однодневная, но как было у меня в моем случае, это я записалась на прием, мне все осмотрели, мазок взяли, на анализы отправили, прописали лекарства, которые нужно будет пропить. Это была одна таблетка, и на следующий день еще 3 таблетки пьешь. Еще происходит как? Начинаются боли как при схватке. Дальше в течение дня эта боль продолжается. Дальше, уже размазалась. Дальше начинается кровотечение. Но оно должно длиться недолго. Если сильные боли, то нужно принять ножку. И дальше уже все дела. Вот. И хочу сказать то, что через 10 дней мне нужно будет тоже опять пойти на прием, показаться, чтобы провериться еще